Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри вахлюл уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. После этого мы не смогли зайти в Телеграм. Телеграм не грузит. У нас, иншаллах, сейчас в Исламском университете Украины онлайн режиме урок тафсир Корана, 30-й джуз из Корана. Сура у нас Суратуль Фалак. Суратуль Фалак, баракаллаху фикум. Сначала, иншаллах, прочитаем Суратуль Фалак, расскажем вам перевод и также то, что привел тафсир Саади с переводом вам приведем, а потом дальше приведем вам пользы и правила тафсира. Толкование Суратуль Фаляка, сура Рассвет. Эта сура сама по себе является 113-я сура в Коране. Баракаллаху фикум. Аллах говорит в Коране: А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль а'удhu би раббил фалак. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. Баракаллаху фикум. Значение этих слов: во имя Аллаха милостивого милосердного. Бисмиллахир рахманир рахим в переводе. Скажи, куль ауду, куль, само это слово, повелительное наклонение, куль, скажи. Скажи, прибегая к защите Господа рассвета. Второй айт, мин шарри ма халяк, от зла того, что Он сотворил. Третий айт, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ, от зла мрака, когда он наступает. Четвертый айт, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, от зла колдуньи, поплевывающих на узлы. Будем объяснять, иншаллах. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, от зла завистника, когда он завидует. Арабский глагол, толкование теперь приводится в Саади. Толкование. Арабский глагол сам по себе фаляк, раскалывать переводится. Подчеркивает то, что именно Всевышний Господь рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, а также рассекает семена, когда они прорастают. Только Он может защитить своих рабов от зла людей. Только Аллах может защитить своих рабов от зла людей. Поэтому мы читаем Суратуль Фаляк, Нас, Ихлас 3 раза, утром и вечером. Своих рабов от зла чего? Аллах Субхану ва Тааля, Он может защитить своих рабов от зла людей, бесов, животных и всех остальных творений. Всевышний подчеркнул, что некоторых творений приносят много зла. Некоторые творения. Ночью людей обуривает дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари. Колдунья дует на узлы для того, чтобы навести на людей порчу, а завистники желают, чтобы люди лишились благ, и даже прикладывают для этого усилия. Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни может только Аллах. И поэтому каждый человек обязан прибегать к его защите. Завистник, то есть к завистникам также относятся люди с дурным взглядом, то есть с дурным глазом. Потому что сглазить может только завистливый человек со скверной натурой и порочной душой. Это завистник делает. Таким образом, эта сура учит мусульман искать у Аллаха убежище и спасение от зла в целом и некоторых его проявлений. В частности, он также служит доказательством того, что колдовство действительно имеет место и что его вреда
следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней, колдуний и колдунов. И так тут закончилось. Баракаллаху фикум. И тут рассказывает у нас тафсир, мухтасар, тафсир Мисбах аль-Мунир, рассказывает Мауқиф ибн Мас'уд мин Муаввизатайн. То есть сами по себе эти два сурата, сурат аль-Фаляк и сурат аль-Нас, Аллах их послал, как говорится, мединский период. То есть тафсир сурат Муаввизатайн, вахума мадиниятайни, то есть в мединском периоде послано. Хорошо? Мауқиф ибн Мас'уд. Позиция Абдулла ибн Мас'уда насчет Фаляк и Нас, этих двух суратов. قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب معوذتين. Ибн Мас'уд не записывал Муаввизатайн свой мусхаф. То есть до того, как собрать полностью Коран, у каждого определенных, не всех сподвижников, знатоков, был свой Коран, собранный определенный Коран. И знатоки, у них были, как мы сказали, свой мусхаф. И Абдулла ибн Мас'уд не записал свой мусхаф два этих сурата, Фаляк и Нас. Факаля, он сказал, Ашхаду анна Расулуллахи ахбарани анна Джибриль. Я свидетельствую, он сказал. Я свидетельствую, что посланник, саллаллаху салям, сообщил мне, что пришел к нему ангел Джибрил, мир ему, Каля лаху и сказал ему, Уль ауду би раббиль фаляк. Ангел Джибриль сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху салям, скажи, я прибегаю к Господу, как мы сказали, Господу чего? Рассвета. Итак, факультуха, и пророк, саллаллаху салям, сказал, Каль, дальше сказал Джибриль, пророку, саллаллаху салям, Куль ауду би раббин нас. Скажи, я прибегаю к Господу людей. Факультуха, и я сказал эти сураты, прочитал. Фанахну накулу ма каля набию, саллаллаху салям. И сказал Абдулла ибн Мас'уд, мы говорим, как посланник, саллаллаху салям, говорил. И, баракаллаху фикум, дальше идет достоинство этих двух суратов, сурат аль-Фаляк и Наса. Вакадравай Муслим приводит имам Муслим в своем сборнике от Укба бин Амира, что посланник, саллаллаху салям, сказал, Алям тара аятин унзилят хади лейля. Разве ты не видишь, аяты были ниспосланы в эту ночь? Лам юра мислюхунна кат. Таких аятов не было. Какие аяты? Кат, это имеется в виду, никогда не было таких аятов. Куль ауду би раббиль фаляк, куль ауду би раббин нас. Это приводит кто? Имам Ахмад, имам Тирмизи, Насаи. Также это хороший достоверный хадис, сказал имам Тирмизи. В другом версии приводится от имама Ахмада, от Укба бин Амира. Он говорит, «Байна ана акуд би Расулиллахи саллаллаху салям». Я шел с посланником, саллаллаху салям, фи нахби мин тилька никаб. Иткаля ли, длинная версия хадиса, однако, сказал ему посланник, саллаллаху салям, «Я Укба, аля таркаб». Разве ты не садишься со мной, имеется в виду верховое животное? Фашфакту, и я, как говорится, пожалел, то есть не хотел он, получается, антакуна махсие. Я почувствовал, как будто это будет греховно, если сесть с посланником, саллаллаху салям, верхом. Каля фаназала Расулуллахи, саллаллаху салям, варакибту униятан. И я, как посланник, саллаллаху салям, как слез с верхового животного, и он сказал мне, садись. То есть, чтобы я не шел пешком. И я аккуратно сел, говорит, тумма ракиба, тумма каль. Затем он сказал, я Укба, сказал посланник, саллаллаху салям. О, Укба, он сказал. Алхамдулилlah. Аля уаллимука суратайн. Не научить ли тебя двум суратам? Эти два сурата являются лучшей из суратов. Кара абихинна нас. Чем люди прочитали. То есть, чем другие сураты, лучше эти два сурата, он сказал. Хойру мин суратай. Культу баля я Расулаллах. Конечно, он сказал. Фаакраани, и он мне прочитал. Уль ауду би раббиль фаляк, уль ауду би раббин нас. Сумма уқимати саля. Затем, как говорится, позвали на молитву икама, сделали на молитву намаз. Фатакаддама Расулуллахи саллаллаху салям факараба бихима. Посланник, саллаллаху салям, стал имамом. И прочитал он эти два сурата. Сумма марраби факал.
И он проходил со мной и сказал: «Кайфа раайта я Укайб?» Как ты видишь, я Укайб, говорит, «Икра бихима». То есть сказал ему посланник, саллаллаху салям, Укайби, то есть Укби, ласкательное слово это уже, «Куллама нимта ва куллама кумта», каждый раз, когда ты поднимаешься на постель, когда каждый раз утром ты встаешь, читай вот эти сураты, он сказал, посланник, саллаллаху салям. И так как мы знаем в других версиях, утром и вечером по 3 раза читается. После утреннего намаза, после вечернего намаза, по 3 раза читаем их. И так по 1 раз читать желательно после каждого намаза. Ихлас, фаляк, нас. По 3 раза утром, вечером, а после каждого намаза по 1 раз. Это приводит Насай Абу Дауд. В другом версии приводится достоинство этих 2 суратов. От Укба бин Амира также Насай приводит эту версию, что посланник, саллаллаху салям, «Инна наса лам ята'авваду бимисли хадайн». Пророк, саллаллаху салям, сказал, что люди не прибегали к защите к Аллаху, чем вот эти 2 сурата. То есть лучше являются эти 2 сурата для защиты, чем другие, имеется в виду. «Уль а'уду би раббиль фалак, уль а'уду би раббин нас». В другом версии Насаи также Укба бин Амира приводится хадис длинный, конечно, длинный, более буду сокращаться. И он приводит Укба: «Кунту амши ма'a Расулиллахи саллаллаху салям». Я шел с пророком, саллаллаху салям. И сказал ему посланник, саллаллаху салям: «Укба, куль, скажи, Укба». И он сказал: «Что мне сказать?» И я фасаката анни, сумма кал, замолчал посланник, саллаллаху салям. И я не знал, что сказать. Посланник Аллаха сказал ему: «Опять скажи». Фасаката анни, опять он замолчал. Затем он сказал: «Скажи». 3 раза он сказал. И я начал читать после этого. «Мада акуль я Расуллах каль». И он сказал после этого: «Куль ауду би раббиль фалак». Факарату. И я прочитал эту суру до конца. И так дальше он сказал: «Что мне сказать, когда я сказал «Мада акуль»?» И посланник Аллаха сказал: «Куль ауду би раббин нас». Прочитай суру нас. И он прочитал до конца. Итак, факаратуха, thumma атайту аля ахириха. И он прочитал до конца. И посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям: «Ма са'аля саилун бимитлиха». Никто не просил у Аллаха защиты, спрашивающий, чем это. То есть лучшая защита, тот, кто спрашивает защиты у Аллаха, это лучшая защита. Читай суру фаляк, читай суру нас. «Валя ста'аза муста'изун бимитлиха». Никто не спрашивал, никто не прибегал к защите, лучшей защите, чем эти 2 сурата, сказал посланник, саллаллаху салям. Итак, в другом версии приводится Насаи от Ибн Абиса. Аль-Джухани приводится хадис посланника, саллаллаху салям. «Я ибн Абис», сказал посланник, саллаллаху салям, «указать ли тебе, что является лучшим, или сообщить ли тебе, что является лучшим, ма ята'аввазу бихи мута'аввизун», что будут люди защищаться, защищающие. То есть, чем будут люди защищаться, защищающие, то есть, этим самым лучшим они будут защищаться. «Баля я Расулуллах», он сказал: «Конечно, о посланник Аллаха, скажи мне, чем лучше защищаться, прибегать за защитой». И он сказал: «Уль ауду би раббиль фаляк, уль ауду би раббин нас». Хатани суратан. Эти 2 сурата посланник, саллаллаху салям, сказал: от колдовства, от сглаза, от порчи. Когда люди начинают искать защиты, вот тебе защита, баракаллаху фикум, читайте его. Если сглаз есть, если есть порча есть, зависть есть, читайте, защищайте себя. Посланник Аллаха сказал в одном хадисе достоверном, что большинство его общины будет умирать от сглаза. От сглаза, да. И сегодня очень много выставляют люди свои фотографии себя. Будьте осторожны, читайте часто фаляк и нас. Не выставляйте себя без надобности, пожалуйста. Без необходимости не выставляйте. Имам Малик приводит от Аиши, анна Расуллахи саллаллаху салям кана идаштака. Посланник, саллаллаху салям, когда жаловался, то есть боли были у него. Якрау аля нафси биль муаввидатайни ва янфусу. И когда боли были, посланник, саллаллаху салям, читал муаввидатайни фалак и нас, и вдувал он. То есть делал лечение он этим, посланник, саллаллаху салям, лечил себя. Фалямма штадда вадж'у. Аиша говорит, когда усиливалась боль посланника, саллаллаху салям, кунту акрау алейхи биль муаввидат.
Праведные люди что делали? Смотрите, читали, и посланник, саллаллаху салям, когда у него сильные боли были, он сам не мог читать, Аиша читала, жена его читала посланнику, саллаллаху салям, и делала таким образом рукья. Рука, если болит, на руку. Живот болит на живот. Сердце болит на сердце. Пусть Аллах спасет нас от всего плохого. И так это приводится. Аиша говорит, «Ва амсаху бияди алейхи». Я своей рукой мазал пророка, саллаллаху салям, говорит, «Ваджаа яркабах». То есть, «Ваджаа», извините, «Раджаан баракатиха», желая бараката, благословения этих суратов. Это приводится в Бухари, Абу Дауда, Насаи, Ибн Маджа. От Аби Мас'уда, то есть Аби Саида, приводится также версия, что посланник, саллаллаху салям, «Кана ята'аввазу мин а'юнил джани ва а'юнил инсани». Посланник, саллаллаху салям, в этом версии Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, и Тирмизи сказал, этот хадис является хорошим, достоверным, и говорит нам Аби Саид, что посланник Аллаха прибегал за защитой «Мин а'юнил джани», от сглаза джинов. Представляете, люди думают, только сглаз бывает от людей, а тут еще сглаз бывает от джинов. Джинны нас видят, но мы их не видим. Уаль-а'юниль инси, также от сглаза кого? Людей, плохих людей. Фалямма назалат аль-муаввидатан, когда было ниспослано вот эти два сурата, суратуль фалак и суратуль нас, ахада бихима, посланник, саллаллаху салям, читал их. Ватарака ма сивахума. Другие чтения он оставлял, другие, как говорится, да, другие азкары. А читал именно фалак и нас, когда Аллах не спасал вот эти два сурата, чтобы защитить себя от сглаза джиннов и людей. Итак, дальше, бисмиллахи рахмани рахим, «Уль а'уду би раббил фалак». من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Это сура. Итак, приводит Аби Хатим от Джабира, фалак имеется в виду само по себе слово ас-субх, то есть рассвет это, утреннее время. Аль-Ауфи сказал от Ибн Аббаса, фалак это имеется в виду также субх, то есть субх, утреннее время, рассвет. Также от Муджахида, от Саид бин Джубайра, от Абдулла бин Мухаммад бин Укайля приводится много передатчиков, и более быстро сокращусь и скажу, что они сказали. «Каля аль-Курази вабн Зайд вабн Джарир». То есть, «Фаликуль исбахи» имеется в виду, то есть, «Баракаллаху фикум», имеется в виду рассвет. وقوله تعالى من شر ما خلق, من شر ما خلق, от плохого, как мы прочитали вам в переводе, من شر ما خلق, от зла того, что он сотворил, и тут приводится тафсири, من شر جميع المخلوقات, من شر, от зла всего создания, من شر, от зла всего создания ты прибегаешь к Аллаху за защитой. Вакаля Табит аль-Бунани говорит, Валь-Хасан аль-Басри табиин также говорит нам, Джаханнам ва иблис ва зурьята, мимма халак. От зла чего? Ада, от зла Иблиса его потомства, от зла творения. Дальше, ва мин шарри гасикин ида вакаб. Ва мин шарри гасикин ида вакаб, как мы вам прочитали тут, от зла мрака, когда он наступает. Ну, тут более подробно, если посмотреть тафсире Муджахида, гасикуль лейли ида вакаб. Гасикуль лейль, то есть когда сумерки начинают наступать, начинает ночь. Тут уже начинают джинны, злые духи и так далее. То есть злые, как говорится, да, джинны. Гурубу шамс имеется в виду, говорит, когда закат солнца начинается от этого зла. Там бывает, может быть и добро, но большинство, как говорится, да, после заката солнца уже начинается, как говорится, да, плохие духи, плохие джинны, то есть шайтаны выходят в это время. Приводит Хакауль Бухари, приводит также от него, также Ибн Нуджейх, и тут передатчику о том очень много приводит, я просто сокращусь. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ شَمْسٍ إِذَا غَرَبَتْ. Закат солнца, когда бывает, начинает, как говорится, да, плохие, как говорит, творения, свои действия делать. وَقَالَ أَبُ الْمِهْزَمْ, от Аби Хурайрата сказал,
Абу Михзан от Аби Хурейра говорит нам, мин шарри гасикин ида вакаб коукаб. Тут один из тафсиров как планета. Хорошо? Вакара ибн Зайд сказал, канит аль-араб такулу гасик сукуту сарая. Также арабы говорили, говорит, от Ибн Зайда это. Арабы говорили это, когда роса падает, уже в вечернее время начинает роса. Об этом имеется в виду, там может быть смешаны с этой росой, быть может, и колдовство, и тому подобное. Ваканат аль-аскат ва таваин. Бывает, аскат, это имеется в виду как болезни и разных видов, как таваин, и порчи, и болезни. Тактура инда вукуиха. В то время уже ночью она, как говорится, обобщается, больше становится. Поэтому мы читаем роса, то есть ночь имеется в виду приходит. Бывает большинство случаев, когда ты не делаешь крепость, ты попадаешься под беду, то есть под проблемы. Поэтому нужно читать суру Аль-Фаляк, суру Нас, чтобы Аллах нас оберегал, защитил от зла ночи, когда она наступает. Также оно уходит с этими сумерками, когда наступает утреннее время. Кали Ибн Джарир и другие сказали, Ибн Джарир, имам Джарир, большой ученый, и другие толкователи сказали, хуаль камар, это имеется в виду, мин шарри гасикин ида вакаб, это слово имеется в виду, это луна. Появлением луны наступает, баракаллаху фикум, наступает, телефон звонит, не время звонков. Это имеется в виду, сказали они. Культу, я сказал, говорит, тот, кто написал, сократил тафсир, умдату асхаби хадаль каул, то есть большинство, более сильное мнение, те, которые сказали это мнение, луна, Ахмад ан Харис бин Аби Сальма. От Аиша, ради Аллаху анха, Аиша говорит нам, хадис Аиша, ради Аллаху анха, она говорит, что посланник, саллаллаху салям, брал меня за руку, фааранил камар, и говорил он мне, вот луну видишь, говорит, хина таля авакал, когда появлялась луна, он мне говорил, посланник, саллаллаху салям, та'авади билляхи мин шарри хадал гасики ида вакаб, прибегай к Аллаху за защитой, когда появляется ночь. То есть луна, когда появляется, имеется в виду, когда появляется ночь, прибегай к Аллаху за защитой. И он сказал, указал на луну. Та'авади билляхи мин шарри хадал гасик. И он, тут посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Аише, это гасик как будто луна. То есть тут несколько версий есть. Но ночь это все охватывает. Ида вакаб, когда она наступает ночь, когда приходит ночь. Ураваху Тирмизи ва Насаи фи китаби тафсир мин суннанихима. Также имам Тирмизи и Насаи приводит толкование их приводит это такую версию. Мин шарри наффаthati фил уqад, то есть мин шарри наффаthati фил уqad. То, что мы сказали, мин шарри наффаthат, это что было? От зла колдуньи, поплевывающих на узлы. Женщины-колдуньи. Почему Аллах назвал наффаthат в Коране? Потому что большинство колдуют женщины, на узлы они еще колдуют, делают они узлы, фил уqад это узлы, делают они узлы определенные, делают они таким образом колдовство. Наффаthат Аллах привел в женском роде, потому что большинство, силы нету у женщин, слабые они стараются колдовством навредить другим людям. Или превратить, или, как говорится, да, разрушить семью, или превратить, или навредить стараются женщины. Поэтому Аллах назвал, женщины эти называются. Среди них есть мужчины. Да, есть мужчины, тоже колдуны бывают. И Аллах нам говорит прибегать к Аллаху за защитой от них также. «Умин шарри наффаthати», от зла колдуни, поплевывающих на узлы. И так дальше, если посмотреть тафсиры Муджаида, Икрима, Хасана, Катада, Дахака, имеется в виду савахир, колдуни. Кала Муджахид, ида ракайна ва нафаthна фи уqадин. То есть Муджахид табиин говорит, когда они заклинают на эти узлы, говорит, ракайна ва нафаthна, и вдувает туда на узлы. В хадисе ахр, в другом хадисе, анна Джибрили, ангел Джибриль пришел к пророку, саллаллаху салям, иштакайта я Мухаммад. Пришел ангел Джибриль к пророку, саллаллаху салям, спросил его, ты жаловался, о посланник Аллаха, на свою болезнь?
Факаля наам, да, сказал он, посланник, саллаллаху салям, у него появилась болезнь. И ангел Джибрил начал читать, ангел Джибриль, или говорят другие, начал читать пророку Мухаммаду, саллаллаху салям, рукья, заклинания шариатские. Бисмилляхи уркик. Как говорится, бисмилляхи уркик. Мин кулли даин ю'зик. Ва мин шарри кулли хасидин ва айнин. Аллаху яшфик. Опять повторяюсь, это заклинание шариатское, которое читал ангел Джибриль пророку Мухаммаду, саллаллаху салям, от колдовства, которое сделано было ему. Бисмилляхи уркик. Мин кулли даин ю'зик. Ва мин шарри кулли хасидин ва айнин. Аллаху яшфик. Итак, дальше. Баяну сихрин набии, саллаллаху салям. Посланнику, саллаллаху салям, сделали колдовство. В хадисе Бухари приводится, Китабу Тиб называется, книга медицины. Достоверная. От Аиши приводится, что сделано было посланнику, саллаллаху салям, колдовство. Сухира хатта кан юра аннау яти ниса вала ятихинна. Он чувствовал такое, как будто он имел отношения со своими женами, до такой степени заколдованы. Он как будто васвас, это имеется в виду наущение, понимаете, до такой степени. Заколдовали его, посланника, саллаллаху салям. Каля Суфьян, это очень сильное колдовство было сделано посланнику, саллаллаху салям. Если кому-то другому сделали бы это колдовство убило бы этого человека. Но идеология посланника, саллаллаху салям, и также его заклинание, которое он делал, Аллах его защищал. Если другому сделали бы это колдовство, сказал Суфьян, факаля, то другой бы сильно пострадал бы. Факаля Аиша, то есть посланник Аллаха сказал, я Аиша, о Аиша, алимти анна Аллаха кад афатани фима стафтайту фи, а ты знаешь то, что я спрашивал у Аллаха, Аллах мне ответил. То есть он спрашивал у Аллаха, кто мне это сделал, кто мог поступить таким образом. О Аллах, ответь мне. И Аллах ему ответил, «Атани раджуляни факаада ахдума ан индараси». Длинный рассказ, сокращусь хорошо. И Аллах послал двух ангелов, ответил ему. Он видел их во сне. Два ангела. Один ангел был у ног, другой был у головы посланника, саллаллаху салям. И пришли они, два ангела, и они сказали, «Ма балу раджулин, что ты скажешь насчет человека?» Человека, который заколдован. Матбуб называется. Калу ва ман таббаба. Ман табба, то есть, кто его заколдовал? Кто его заколдовал? И один ангел стоит у ног, другой ангел стоит у головы. И они между собой общаются, и пророк, саллаллаху салям, лежит во сне. И он это видит во сне. И говорит один ангел другому, а кто его заколдовал? И отвечает другой ангел ему, Аллах их послал пророку, саллаллаху салям, отвечая на зов, на дуа, когда вы заболеете, просите Аллаха, субхану ва тааля, выявить ваше колдовство. И отвечает ангел другой другому теперь, Лабиб бин Асам, иудей, отравил, то есть не отравил, а заколдовал, извиняюсь. Раджул мин бани Зурайкин, халифуль Яхуд, то есть человек из племени Зурайки, союзник иудеев. Кан мунафикан, он притворялся, якобы показывал ислам, но он был лицемером. Каля фима, за что? За что? Из чего он сделал колдовство? Сделал он из волос посланника, саллаллаху салям, и также из расчески, то, что выпадает. То есть он расчесывал свою голову и бороду из волос и то, что вышло из этой расчески. И где это, он сказал, другой ангел другому, а где сделано это колдовство? Теперь понятно, из чего сделано колдовство, а теперь где сделано колдовство? И один ангел другому отвечает, в колодцы, определенные колодцы, сделано колдовство. То есть, тахтара уфатин фиби, и зарван называется, определенный вид колодца, который они сами знали. И калат фаатал бир, потом они пришли к колодцу пришли они, и в этом колодце было засунуто как раз это колдовство волосами пророка, саллаллаху салям, и еще иглами. Хадихи би'р лати уриту.
И это колодец, который мне показали во сне, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Ее вода этого колодца было уже темное подобие, как будто хной перемешано уже, как болото. И тамошние пальмы подобие чего? Головам шайтанов. И так дальше. Культу афала танашшарта, кала амаллахи факад шафани. Посланник, саллаллаху алейхи, его спросили, ты не хочешь как будто наказать тот, кто это сделал? Посланник Аллаха сказал, Аллах меня вылечил. Ва акраху. И он сказал, я не хочу мстить теперь. Аллах меня вылечил. Аля ахади минан наси шарран. Я не хочу, как говорится, то, что они зло сделали, злом им отвечать. И дальше приводится сурату Нас, баракаллаху фикум. Куль ауду бираббин нас. На этом мы остановимся, куль ауду бираббин нас, и вам приведем определенные правила. Коротко зайдем в правила толкования Корана из тафсира Саади, без которых не может обойтись комментатор. Начнем понемногу с правилами, чтобы у вас тоже было какие-то понятия. В каждом тафсире бывает свои, то есть в тафсире должны быть правила. В каждой науке, я хочу сказать, есть правила подхода к этому науке. И если имя в определенном состоянии употребляется в контексте отрицания запрета, вопроса или условного предложения, то оно имеет общий смысл. И если слово, определяемого родительным падежом, стоит в единственном числе, то оно также имеет общий смысл. К примеру, этому очень много, и если ты встретишь имя в неопределенном состоянии, находящемся в одном из перечисленных контекстов, или слово, стоящее в единственном числе, и определяемое именем в определенном состоянии, в родительном падеже, то может считать правильными любые значения, вытекающие из этого откровения, не ограничиваясь тем, по какому поводу оно было ниспослано. Потому что значение имеет общий смысл айта, а не конкретные причины его ниспослания. Все события и действия, которые происходят и будут происходить, тебе следует сопоставлять с кораническими откровениями, другими откровениями. Быть может, тут одно говорится, другими также ты должен, как говорится, сопоставлять. С кораническими откровениями, с общим смыслом. Общий смысл. Есть общие правила. Правила тафсира, правила фикха. И тогда тебе станет ясно, что Коран разъясняет все сущее, то есть все сущее. Какое бы событие ни произошло, какие бы обстоятельства ни возникли, в Коране обязательно найдется их объяснение и разъяснение. К основным положениям толкования также относится то, что упоминание определенного артикля перед производными словами или названием группы вещей означает то, что это откровение включает в себе любые допустимые значения. К общим пояснениям, то есть к общим понятиям относится то, что Коран проповедует веру, общим понятием, что Коран проповедует веру единого Аллаха и помогает познать Его посредством Его имен, качеств и деяний. Все они свидетельствуют о том, что Аллах единственный Господь, Бог единственный, что кто обладает совершенными качествами. Согласно священному Корану, Аллах и поклонение Ему – это истина, тогда как поклонение всем остальным божествам лживо и бесполезно. В этой связи Коран выявляет всесторонние недостатки тех, кому поклоняются вместо Аллаха. Коран также подчеркивает достоверность и правдивость всего, что принес пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Опять повторяюсь, опровержение некоторым сектантам. Коран также подтверждает достоверность и правдивость всего, что принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъясняя совершенство и правильность этих знаний, правдивость его повествований и прелесть его предписаний. Коран разъясняет человеческое совершенство. Коран разъясняет человеческое совершенство, которое было присуще посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Достичь таких высот
достичь таких высот не удавалось никому из тех, кто жил до него, и не удастся тем, кто появится на свет после него. Коран бросает вызов всем неверующим, предлагает им сочинить нечто подобное этому Писанию, если они говорят правду. И, иншаллах, на следующем уроке будем дальше продолжать. Баракаллаху фикум. Если есть вопросы, спрашивайте.